Привет, друзья! Сегодня к нам на передачу приходит очень талантливый человек. Что думаешь о нем? Я думаю, он очень музыкальный. Харизматичный? Харизматичный, мы его даже не знаем вообще-то. А вот на сегодняшней передаче это и узнаем. Я сейчас прилетел с Москвы, и на волнении нет времени. То есть я волновался, что я опоздаю. Мне было неудобно, что дети будут ждать. Это меня вот немного беспокоило. Шаура, ты уже знаешь, в каком стиле будешь рисовать? Ваш портрет писали когда-нибудь? Нет. А какого вопроса вы больше боитесь? Каверзного. Не знаю. Сегодня у нас довольно музыкальный гость и чё? И то. А еще я знаю, что он в А ещё он детстве тут. играл... Смотри, он тут. Ого! Круто, да? Круто. Здравствуйте. Как дела? Отлично. У вас как? Отлично, я поспал 2,5 часа. Здравствуйте, Ленар Талгатович, меня зовут Шаура. Сейчас я хочу вас ознакомить с правилами нашей передачи. В течение передачи мы будем вам задавать различные вопросы, а вы должны будете отвечать. И по окончанию вы можете выбрать один понравившийся портрет. Первый вопрос. К вам как обращаться? По имени-отчеству или только по имени? По имени, потому что вам будет очень трудно выговорить. Ленар Талгатович. Долго тренировались? Да нет. Полчаса. Вы дирижер. Вы с детства хотели им быть? Или... Я хотел быть хоккеистом. И родителям сказал об этом только 18 лет. Спросив, почему вы меня не отдали в хоккей? Они сказали, ты разве хотел быть хоккеистом? Я говорю, конечно, всю жизнь. Вот, но я почему-то, оказывается, об этом молчал. А в музыку меня отдали родители. Я вышел гулять с мячиком во двор. Сестра была в школе, родители на работе. Я вышел погулять, а двери были такие, что захлопываешь, и обратно уже только с ключа. Ключей у меня не было, поэтому мне пришлось добежать до школы, до сестры, мне было лет 6, взять у нее ключи, потом попасть домой. А в это время у нее был урок фортепиано в общеобразовательной школе, в 110-й. И преподаватель сказал, садись, буду учить. И так вот, мне было 5,5. И вот так с 5,5 лет я занимаюсь музыкой. Вы дирижируете 2 оркестрами республики. Опишите нам свой день. Как вы все успеваете? А вы все успеваете? Да. Я считаю, что отмазка «у меня нет времени», она неправильна, потому что время есть всегда на что-то важное. Вот именно. В том-то и вся соль, что чем больше мы будем себя нагружать, тем больше мы будем успевать. У меня бывает, что утром я встал, поехал на работу, к вечеру вернулся, уже упаковал вещи, загрузил свое подводное снаряжение и уехал в ночную подводную охоту. Вот. А при этом я приехал часа в 4, и в 8 я уже должен куда-то бежать. Вы сказали, что хотели быть хоккеистом. Сейчас занимаетесь хоккеем как любитель или, может быть, вообще? Нет, никогда не занимался хоккеем, просто была клюшка во дворе. Играли, когда одевали валенки, это были самые лучшие коньки. Клюшка была такая настоящая, то есть ее надо было обязательно с папой замочить в кипятке, загнуть перо, обмотать изолентой, это целый прямо ритуал был. Некоторым не везло, у них была клюшка в другую сторону, я не помню, там правая, левая. Вот. Это было еще веселее, надо было ее еще и выпрямлять, и дальше делать. Вот. А еще я читала, что вы хотели стать известным баянистом. Ну, у меня так сложилось, что я был вначале пианистом, затем меня перевели на баян. У меня была мечта. Каждый Новый год загадывал одно и то же желание, чтобы поехать на Кубок мира, завоевать там 1-е место, и в конце всегда говорил, хотя бы 3-е. Вот я вам советую никогда не желать 3-го места. Потому что на протяжении 8 лет я загадывал одно и то же желание, его и получил. Я получил 3-е место. То есть желать надо правильно. Если хочешь 1-е место, то и загадывай себе 1-е место. Не говори никогда себе хотя бы 3-е. А что не хватило для победы?
5% эмоций. То есть я сыграл классно. У меня был классный первый тур, у меня был прекрасный второй тур. И был третий тур, когда мне надо было дожать. Я сыграл прекрасно, где-то на процентов, допустим, 90, а надо было сыграть на 100%. Даже бы, если бы там какие-то еще 3% эмоций добавил бы, то, возможно, я получил первое место. Потому что разница между первым, вторым и третьим местом были там сотые. Поэтому я вам желаю, идите только всегда вперед и за первым. Бывает ли такое, что во время концертов оркестр играет немножко не так, как вы указываете, как бы импровизируя немного? А вообще я считаю, что музыка — импровизация. Цитирую вот фразу как раз Муравьинского, знаменитого дирижера. Музыка — это импровизация. Нельзя сыграть одинаково одно и то же произведение 2 раза одинаково. Вот. То есть если даже мы возьмем приготовление пищи, то мы можем всегда чуть-чуть пересолить или недосолить, да? И в музыке то же самое. Эмоции, которые музыкант выдает зрителю, зависят от многих факторов. То есть как проснулся, как поел, как на него посмотришь даже во время игры. И моя задача, самое главное, это именно сделать так, чтобы меня устраивало звучание. И если что-то идет не так, то есть сразу надо быстро объяснить с помощью жеста музыканту, чтобы ему было понятно, как это сделать. Что означает жест дирижера? Тупик. Но что я делаю с помощью вот рук? Попробуйте изобразить гнев. Ну вот да. То есть вот либо сжав руки, да, как-то... вот представьте себе, когда вас что-то раздражает. Посмотрите на меня зло. Вот как вы будете смотреть на меня зло, да? У вас вот сжатые губы, да, взгляд из-под лобья, да? Вот, брови вот так вот, да? Сжатые кулаки, допустим. Это же и есть эмоция. Чтобы мне передать музыканту то, что я хочу услышать, я должен это им показать. Моя задача не просто стоять тактировать и показывать как метроном, допустим, ритм. Моя задача контролировать процесс, то есть чтобы они понимали, что идет 1, 2, 3, 4, да? Но при этом в этой сетке я должен показать эмоции, и музыканты должны это понять. То есть перед тем, как выйти на сцену, мы же очень долго-долго готовимся. Допустим, вот 2 оркестра, молодежный симфонический оркестр и национальный оркестр народных инструментов. Мы готовим программу, и в течение долгого времени мы все сыгрываемся. А за 3 года они уже понимают, чего я от них хочу. Бывает даже просто достаточно повернуться на музыканта, и он уже реагирует. То есть вот ваши кисти, карандаши, это мой оркестр. Я с помощью рук передаю эти эмоции им. Они должны постараться сделать это максимально так, как я пытаюсь им донести. Как называется палочка дирижера? Палочка дирижера. Так и называется? Нет да, специальных названий? Наверное, нет, я не знаю, я не интересовался. Палочка. Я дирижирую без палочки. Могу объяснить почему. Потому что ее надо таскать. Вот. А я ее боюсь просто где-нибудь забыть. У меня 4 хороших дирижерских палочки, и еще мне подарили палочку Гарри Поттера. У меня есть настоящая палочка Гарри Поттера. Вот этих всех там штучек. Вы применяете ее в быту? Нет, она у меня просто лежит как память. Такая классная, деревянная такая, как настоящая. Дирижируя, вы, как бы, можно сказать, как композитор иногда. Может быть такое, что вы можете просто стоять, вот так что-нибудь показать, и как музыка рождается, как композитор? Да, это импровизация. Даже иногда мы дурачимся. Когда соединяются все музыканты воедино, когда все друг друга понимают, мы можем изобразить смех, допустим. Да? Вот, если взять несколько звуков и по хроматизму вниз идти, и можно изобразить смех. То есть всякие такие шуточки, они бывают. Может быть, слышали или видели в интернете, как во время концерта у человека зазвонил телефон, и оркестрант взял и повторил это. То есть это вот момент импровизации, который как бы в шутку такую перешел, и всем было интересно. Просто я видела одно видео в интернете. Там на улице стоял оркестр и место для дирижера. Любой человек мог подойти и все что угодно дирижировать. Вот я имею в виду такое. В планах есть сделать вечер музыки, в который как раз и будет объясняться то, зачем нужен дирижер и зачем нужен оркестр. А можно это не говорить?
Нет, потому что я это еще не сделал. Если я это сейчас скажу, я потом не реализую. Извините, пожалуйста, не буду отвечать. Отвечай. Потом, когда увидите, лучше приходите на это. И сами выйдите и подирижируйте. Круто. Ну ладно. Какими качествами должен обладать дирижер? Это вообще дирижер очень трудная профессия, и считается, что дирижером становится во второй половине жизни. Мне повезло. Во-первых, я учился в средней специальной музыкальной школе. Сейчас это музыкальный колледж. На мой взгляд, там готовят космонавтов в музыке. И в институте у меня были прекрасные преподаватели, которые мне давали то, что в будущем мне помогло стать как раз дирижером. Так что по итогу, вы согласны с выражением, то, что дирижер становится только во второй половине жизни? Но мне с виду 16, поэтому я не знаю, когда у меня начнется вторая половина жизни. Сейчас вам сколько? А сколько дадите? Ну, 28, 16. мне кажется, вам. 16 именно, да. Мне 34. Вот. А дирижированием я занимаюсь с 18 лет. Мне повезло, что я пришел в национальный оркестр, и не у каждого дирижера есть возможность получить опыт в таком молодом возрасте. Вставать к оркестру без практики – это сложнее, правильно ведь? Никогда не занимался хоккеем, просто была клюшка, во дворе играли, когда одевали валенки, это были самые лучшие коньки. Клюшка была такая настоящая, то есть ее надо было обязательно с папой замочить в кипятке, загнуть перо, обмотать изолентой, это целый прямо ритуал был. Я хотел быть хоккеистом. И родителям сказал об этом только 18 лет. Они сказали: ты разве хотел быть хоккеистом? Я говорю: конечно, всю жизнь. Вот, но я почему-то, оказывается, об этом молчал. Вы сказали, что у вас есть музыкальное образование. Значит, вы умеете петь? Нет, не умею петь, не умею играть на гитаре, танцевать не умею. А почему не научились? Я пою, но в душе или в бане. А давайте вы сейчас нам споете. О, нет. Да давайте, Нет, мы давайте вы очень мне принесете просим. баян, я поиграю на баяне. Нет, давайте пойте, пожалуйста. Петь? Да, да. Самую любимую вашу песню. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Я впервые пою. Можно я не буду этого делать? Пожалуйста. Ну, у вас очень хорошо получается. Нет, спасибо, конечно, но нет. Я очень стесняюсь. Вот петь я очень стесняюсь. Я вот даже покраснел весь, вы меня заставили прям это. Вспотел даже. А можно вернуть вас немного в детство, раз мы заговорили о таких темах? Я хочу спросить у вас об отношениях с родителями. Вы утаивали от них что-нибудь или были темы, о которых вы не могли с ними поговорить? Ну, мне кажется, все мы когда-то что-то немного доутаиваем. Но, на мой взгляд, надо всегда разговаривать с родителями, потому что для нас родители – это самые близкие люди. И, как мне сказал один из дирижеров, всем твоим победам будут рады только твои родители. Всем твоим успехам, неудачам будут всегда рядом родители. То есть, если что-то не помогает, не получается, всегда же можно подойти, поговорить об этом с родителями. Я, может быть, стеснялся иногда, но я еще был таким шалуном, если честно. Вот. Настолько стеснялись, что сказали, что хотите быть хоккеистом 18 лет. 18 лет, да. Какой точный и острый вопрос. Вот по поводу утаивания. Я порядка 10 лет хотел быть хоккеистом, но им не стал. Потому что просто почему-то не проявил желания сказать об этом родителям. Может быть, вы боялись их реакции? Может быть. А у вас строгие родители? У меня был строгий папа, добрая мама и строгая сестра. У вас есть строгая сестра? Это я. А, да? Да. Она мне не давала фильмы смотреть. Она мне, знаете, что сделала? Были летние каникулы, я хочу пойти на улицу, она меня не отпускает. Она говорит: а вот выучи 3 строчки на баяне. Я сел и выучил их за 15 минут и пошел гулять на целый день. На следующее утро я встаю, я говорю: я пойду гулять? Она говорит: нет. Я говорю: ну давай я выучу еще 3 строчки. Нет, она говорит: выучи всю страницу. И после этого я больше никогда так не делал. Вот так вот. Сестра. Да, строго, я за это ей благодарен. И маме, и папе, и всем. Негативный опыт, он дает больше в жизни, нежели, допустим, кто-то вас похвалил.
То есть лучше пускай ты попробуешь, и у тебя будет неудача, чем ты вообще не попробуешь. Ну, смотря что. Самое главное, чтобы это не вредило другим людям и самому себе. У меня есть такое правило. Не навредить человеку. Постараться сделать так, чтобы было удобно. Другому человеку. Да. А вы так не боитесь себе навредить? Я же не буду себе во вред что-то делать, правильно ведь? Ну, вам- всякое Вот бывает. вам говорят, допустим, не наступай на грабли. А вы на них наступаете? Ну, да. Честно. Да. Я очень люблю рыбалку, но в детстве я мало ходил на рыбалку. А вот уже в институте я начал покупать себе удочки. У меня 2 лодки, у меня подводное снаряжение, 2 спиннинга, фидерное удилище, и много всего. Мой папа тоже очень увлекается подводной рыбалкой, но вот вы не боитесь нырнуть и не всплыть? У меня такой был момент в жизни, когда я перестал бояться нырять. Мы, получается, ездили на Павловское водохранилище, где зимой вода не замерзает. И уже настолько потерял страх, что я просто всплывал, делал 3 вздоха и обратно погружался на дно. Не смотрел, что наверху лед, допустим. Так сказать, притуплялся инстинкт самосохранения. Но в один момент я встретил одного человека, который меня немного предостерег. И после этого я опять понял, что я немного перехожу грани. Вот. Надо всегда думать о том, что мы делаем. Всегда стараться, чтобы было все продумано. В каком возрасте у вас впервые появилась девушка? Вот это вопрос. Что, прям честно отвечать надо? Абсолютно. Серьезно? Да. Что, прям как будто это в бутылочку играем, да? У нас игра такая здесь была. Да. Да? 18 лет. Это моя жена. Не стеснялись целоваться на людях? Стеснялся, потом не стеснялся, потом понял, что это нехорошо. Как вы можете описать свою семейную жизнь в 3 словах? Только в 3. Да, это надо подумать. В 3 словах. Семья, любовь, сын. А сколько вашему сыну лет? 4,5. Да, он такой малюсенький, такой А вы прикольный. его тоже хотите в музыку направить? Или дадите Когда ему шанс? было 1,5 годика, он у меня сидел на руках, я помню, телеканал «Культура» был включен, и звучала какая-то знаменитая ария, я не помню какая. И в самом конце, последнюю реплику, у меня сын повторил, не просто интонационно чисто, а спел, спародировав фактически голос, и все это было настолько чисто и похоже, но он еще тогда даже не разговаривал. Мы с женой переглянулись. Вы, главное, не забудьте спросить у него потом, кем он хочет стать, чтобы 18 лет. Да. То есть моя позиция такова: захочет стать музыкантом, пойдет заниматься музыкой. Захочет стать хоккеистом, станет хоккеистом. Самое главное, чтобы он не боялся мне об этом говорить. А когда вы стоите перед оркестром, вы полностью отдаетесь музыке или вы ощущаете эмоции зала, атмосферу? Если я чувствую, что зрителя я не цепляю, я очень сильно, интенсивно начинаю работать. Несмотря на то, что стоишь спиной, есть такое выражение «чувствовать позвоночником». И если ты чувствуешь, что зрителя держишь на кончике его волос, да, вот, контролируя его, чтобы зритель, придя на концерт, забыл о рыбалке, о проблемах, о работе, о том, что он голодный или что-то еще. Вы, наверное, бывали на концертах, когда вот вы сидите, и вот вас просто вдавливает в кресло? Вот это чувство, что я вот чувствую вас, у меня как раз и появилось. И после этого я влюбился по-настоящему в сцену. Какую музыку вы слушаете, когда вам скучно? Очень разную. Я вообще открыл для себя музыку, если честно, буквально лет 5 назад. У меня даже в соцсетях, помню, может быть, даже сейчас написано, я не знаю, написано было: «Музыку ненавижу с детства, но жить без нее не могу». И я не мог понять, что я хочу слушать. Я начинал слушать Майкла Джексона, я до сих пор его слушаю. Я слушаю русский рок.
я слушаю регги, ДДТ, Ленинград. Я люблю любую музыку, которая является эталоном в данном направлении. Вот, допустим, если взять русский рок, вы назовите первый попавшийся вам в голову. Король и Шут. Да. Я просыпался под Киша в 11 классе. То есть обратно скачал их альбом буквально год назад. И начал открывать немного музыку с другой стороны, потому что у меня работа связана всегда с музыкой, с утра и до вечера. И я не мог понять, что меня может отключить от моей работы. И один из моих коллег, друзей, Радмир Исмагилов, начал мне скидывать интересные разные треки. И вот потом я начал открывать для себя соул, джаз, хип-хоп. Рена РНТ — это хип-хоп? Не знаю, я не слушаю. Это больше вот- рэп с хип-хопом. Ну вот, я немного в стилях в этих не разбираюсь. То есть я знаю, вот Рена РНТ — это мой друг, вот мне нравятся его песни. Мне кажется, нет, наверное, человека, который Хорот не слышал. Можно вам задать вопрос по поводу R&T? Вот вы с ним вместе с оркестром исполнили песню. А вы не считаете, что вы обесцениваете оркестрическую классику? Нет, ни в коем случае. Я люблю эксперименты. Когда я знакомлюсь с человеком, я говорю: самые дикие идеи приноси мне, мы что-нибудь сделаем. Наше интересное знакомство с Реной РНТ. Я хотел долгое время с ним познакомиться, потому что начал очень часто видеть его в своем окружении, друзей, там, в соцсетях. Мне понравилась песня «Мохжизя». Вот представьте, вы сидите, вам пишет какой-то дирижер Ленар Давлетбаев. Ваша реакция какая? Я бы его даже Восторг. в друзей не добавила. Ну вот. О чем я мог подумать, что какой-то рэпер может мне ответить, когда я ему напишу: «Привет, как дела?» Через сутки вроде бы или двое мы уже записывали с ним оркестровую версию песни «Осей». Во всем мире и попса, и рок-н-ролл, и хип-хоп играют с симфоническими оркестрами. Даже Венский симфонический оркестр, который считается одним из самых лучших, тоже играет попсу. Поэтому, если играть, то, на мой взгляд, это должно быть качественно. Правильно ведь? Вот. Извините, пожалуйста, а какого цвета у вас глаза? Я не вижу. Не знаю. Давай я подойду к тебе, а ты посмотришь. Давайте я сама подойду. Давай, Софья. Коричневый вроде. Да, вроде да. Темная. Спасибо. А вы слушали группу Queen? Да. We Are Champions — это Это вообще. согласен. У меня в Инстаграм есть видеоролик, когда с моей головы кружечку из-под кофе друг сбивает под эту песню. Ее тоже зовут Шура. Вот. Посмотри, как она там ногой бам, так. Хорошо. Вы хотели бы переключиться на другой стиль музыки, например, на рок? А я играю в рок-группе Глумилина. Мы, конечно, собираемся реже, чем раньше, примерно раз в год. Как раз вот игра в группе, она мне дала новый опыт, который как раз я потом включил и в оркестр. Ваша любимая песня «Киш». Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Там-там-та-там. Вот я был, и вот меня не стало. А вы говорите, не поете, не поете. Ну, видишь, ты так спросила, что я спел. На нашей передаче есть недавняя традиция фотографироваться с гостями. Может, попробуем? Давайте. Первый раз в истории, чтобы гость сам сфоткал. Серьезно? Да. Никто этого не делает? Ну все, говорите теперь что-нибудь. Че, я первый, кто с вами видео сделает, да? Селфи? Да. Серьезно? Пойдем отец. Класс. У меня был строгий папа, добрая мама и строгая сестра. Я хочу пойти на улицу, она меня не отпускает. Вот выучит 3 строчки на баяне. Я сел и выучил их за 15 минут и пошел гулять на целый день. На следующее утро я встаю, я говорю: я пойду гулять? Она говорит: нет. Выучу всю страницу. И после этого я больше никогда так не делал. Да, строго, я за это ей благодарен. И маме, и папе, и всем. А вам нравится учиться?
А учиться в смысле в школе или чего-то нового? Образование само по себе это круто, но то, как нам объясняют эти знания, это иногда грустно. Все. Именно вот по школе. А что важнее? Друзья. Классно. Мне кажется, знания, которые тебе пригодятся. Физика неуглубленная, химия тоже неуглубленная, русский, само собой, всегда пригодится. Ну вот математика. Мне недавно учительница сказала, что мы проходим с вами вот эту вот стереометрию только потому, что у вас в мозгу есть ионы несоединенные. И когда вы напрягаете свой мозг, то вы соединяете, у вас получается такая в мозгу сеточка, и мозг больше работает. Учить стереометрию только для того, чтобы у меня была сеточка в мозгу полностью развитая, мне кажется, это неправильно. А мы то же самое по математике было, по-моему, сегодня. Нам учительница сказала, что мы учим вот эти графики только чтобы написать контрольную, потому что в ЕГЭ их не будет, поэтому не берите в голову. Вот так. Но смотрите, вот, допустим, я учился в школе, у меня была геометрия, алгебра и очень много предметов, которые я тоже думал, как и вы, что они мне не нужны. Но когда ты начинаешь строить дом, тебе нужно построить крышу. Как ты будешь строить крышу, когда ты не изучал геометрию? Ты пойдешь, наймешь какую-нибудь команду, которая тебе это посчитает, ты им заплатишь деньги, да? А можно же самому посчитать. Можно с разных точек зрения посмотреть на эту ситуацию, ведь если ты найдешь себе хорошего мужа, который учился в школе, он может сделать это за тебя, построить тебе прекраснейший Давайте поаплодируем, дом. ребят. Как вы относитесь к женщинам в таких ситуациях? Да нормально, каждый человек сам себе выбирает путь. Я не знаю, кому повезло, мне с женой или жене со мной. Вот тут же не угадаешь. Поэтому то, что нам дается, надо получать. Вот наш мозг безграничный. Поверьте мне, ребят, впитывайте все, что возможно. Оно непонятно, когда может пригодиться. А вы в школе сами на какие отметки учились? На нормальные. А нормальные это какие? Ну, я точно не был отличником. Тройки Я был- были? А? Тройки. Конечно, были. У меня даже двойки были. Но колов, колышек, как это говорить правильно? Однерок. Однерок, точно. Молодец. Не пропадешь. За поведение могло быть. Но я ни разу, кстати, не разбил ни одного окна. Тогда вы не жили. Прикольно. Ну, я точно себя... Я вот начинаю замечать, что я точно из прошлого века уже. Вы когда-нибудь играли 8 камушков? Нет. Нет. А 12 палочек? Да. Ну вот. Это же самые лучшие игры. Или догонялки, когда на весь квартал собирается 16 ребят. Вы представляете, вот я бегу за мальчишкой, который с соседней команды, его звали Вовчик. И я вот за ним бегу, и, школьный двор, там 2 прута в заборе. В них нереально пролезть даже медленно. Он с разгона их проскакивает, и я говорю, как ты это сделал? Он мне показывает язык, убегает дальше. Вот это прикол был командных догонялок. Или, допустим, пойти в заброшенные сады, нарвать яблок. Вы когда-нибудь такое делали? Да. Классно, да? Потом протирать и кушать. Какие звуки вас раздражают, а какие для вас являются приятными? Нестроенный оркестр раздражает. Пенопласт по стеклу. Чей-то крик на меня. Я обожаю звук воды. Какие интересные истории были у вас на гастролях? Когда мы во Вьетнаме сделали баттл между нашего барабанщика и барабанщиков, которых было что-то вроде бы 8. Баттл. То есть наш начинал, они отвечали, потом они задавали, наш отвечал. Видео нету? Нет. Жаль. А какую музыку вы точно никогда не будете слушать? Не знаю. Ну, Я люблю музыку, ту, которую я понимаю. Вот, наверное, ту, которую я, может быть, не дорос, недопонимаю, недоизучил, вот такую я, наверное, не буду слушать. Ну, а у вас есть такое понятие, типа грязная музыка, там, с плохой лексикой, с плохими выражениями? Это, конечно же, нежелательно, чтобы это было в телевизоре, допустим. Но это в любом случае наша речь. Как будто вы не материтесь, а? Не знаю я даже. У меня мама программу это смотрит.
Вот. То есть должно быть сделано, доработано до конца. Вот. И не должно быть пошло. Что для вас важнее в музыке? Слова или ритм, получается, звучание? Музыка. Меня цепляет именно музыка. То есть меня цепляет тембр голоса, допустим, если это поет вокалист. Я, бывает, даже не слушаю слова, но я слушаю именно музыку. Когда человек стремится к цели, на пути к нему встают препятствия. Иногда и бывает такое, что отпускаются руки. Что бы вы посоветовали людям, чтобы люди могли добиться своей цели, чтобы у них были силы для этого? У вас есть какая-то цель, да? Вот, допустим, забраться на Эверест. Важен процесс подготовки к Эвересту или же достижение этой цели, когда ты стоишь на Эвересте? Никогда готовишься и никогда не на Эвересте, а когда ты лезешь и уже почти у конца и уже залез. То есть, Ну, то есть процесс подготовки всего этого, да? С целью совсем. То Вот есть тебе так. Дальше. Вот прям все. Цель. Процесс. Ну, я стремлюсь к целям, но запоминается именно процесс. Мне тоже процесс важен. Когда мы достигаем цели, наша цель нереальная, к которой мы идем, она же нам уже фактически неинтересна, потому что мы ее видим, подходя к финишу, правильно? Да. Вот. И мы начинаем ставить себе новые нереальные цели. Но надо обязательно наслаждаться моментом, когда ты пришел к поставленной задаче. Назовите одну вещь, которая, на ваш взгляд, может разрушить отношения. Доверие. Недоверие. Доверие. Именно доверие. Почему? Потому что когда человек доверяет кому-либо, получается так, что его доверие не оправдывается, то может произойти слом в отношениях, в общении. Ну да, так-то. Доверие именно. То есть не доверие – это другое, а именно доверие. Когда мы доверяемся людям, мы доверяем что-то личное, то есть мы верим. Вот когда вот это надрывается, то можно потерять отношения. А этот страх вам не мешает в семейной жизни? Доверительных отношений с женой у вас нет, что ли? Есть. Ну, то есть вы не боитесь разочароваться? Нет. Меня не бывает очень часто дома. Меня не было 5 дней. Я уезжаю утром, приезжаю вечером. Вообще, знаете, есть такая классная... Ну, по поводу семьи, если уж ты спросила. Есть такая пословица, которая мне запомнилась. Хороший муж всегда здоров, его никогда нет дома. А ваша жена вас не ревнует? А вы лучше у нее спросите. Да? Да. А как я могу с ней связаться? Ой, сейчас, мне кажется, вам достаточно того, что вы у меня уже знаете. Вы, мне кажется, раскопать сможете все про меня и кто у меня, как у меня зовут двоюродного брата, жены, сестры, мужа, свата. Она влей. Вот. Так что, если захотите узнать, вам придется немного напрячься. Каков он город вашей мечты? И как бы вы его сыграли? Ой, я даже не знаю, как ответить. Каков город моей мечты? Город, в котором счастье, в котором все наслаждаются жизнью и заходят друг к другу попить чай. То есть улыбаются и здороваются друг с другом. Город мечты продирижировать? Вот так вот. Не знаю. Потому что счастье, оно вот так вот. Если счастье вот такое, то какого оно цвета? Разноцветное. Ну, я точно не был отличником. У меня даже двойки были. Но колов, колышек, как это говорить правильно, за поведение могло быть. Но я ни разу, кстати, не разбил ни одного окна. Я вот начинаю замечать, что я точно из прошлого века уже. Я очень рад, что я сегодня был с вами. Я запомню это. Пока вы молодые, не останавливайтесь, ищите и только вперед. Спасибо большое вам за ответы на наши вопросы. Теперь можете пройтись, выбрать портрет. Не, давайте мы как-то сделаем по-другому. Я не могу сделать выбор. Вы еще их не увидите. Ну и что?
Вы любите хоккей в душе с детства, и вот ваша работа, дирижирование. И это все у вас совмещается, я нарисовала пополам вас. Прикольно. Я нарисовала у вас... Почему у меня такие глаза большие? Чтобы лучше видеть тебя? Нет, это для того, чтобы показать, что это человек с искренней душой, с открытой душой, что у него глаза большие, значит, человек открытый. Прикольно. Печалька. Не печалька, вы уставший. Уставший. Точнее, я сперва хотела нарисовать вас... Я хотела нарисовать вас улыбающимся, но как бы у меня не получилось, как видите. Прикольно. Улыбайтесь там. Не, я всегда стараюсь улыбаться. Тут немного смазано, но я нарисовала вас любимым делом. Здесь нарисовал вас таким под своим стилем и с улыбкой, потому что вы очень добрый, хороший человек, с открытой душой. Блин, спасибо. Классно. Я использовала яркие краски, чтобы изобразить вашу яркую жизнь, а углем я подчеркнула некоторые места. Ну, не знаю, я хотела придать серьезности этой работе, потому что вы и серьезный человек тоже, очень Ну и деловой. раздолбай одновременно, да? Ну да, да. Нет одного без другого. А можно две забрать? Все, спасибо. Давайте это. Вы встаньте вокруг, просто как вам вы это. просто покажете Да, человеку. только чтобы я не знал это и не видел. Все, давайте. Крутимся, 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 крутим. Все, стоим. Теперь я кружусь и вот так вот делаю. Так. Есть кто? Он выбрал мой портрет методом тыка, хотя, я честно признаюсь, я специально вот так подстраивалась, чтобы на меня тыкнуло. Еще одного выбирай, выходи. В другую сторону? Да, в другую сторону. Я в эту, вы в другую. Стоим. Ну, твой. Да. Я очень рад, что он выбрал именно мой портрет. Непередаваемое ощущение. Все, ребят, счастливо, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Удачи. Большое. Получайте от жизни удовольствие. До свидания. До свидания. Несмотря на то, что Ленар сказал то, что у нас разные мировоззрения на эту жизнь, то, что он старше, а мы младше, мне кажется, мы все-таки нашли общий язык, и это было на самом деле очень просто. Ну, я вначале думал, что я сейчас приду, и мы как бы поговорим спокойно, и я уйду. А оказалось все очень так немного волнительно, потому что, во-первых, откровенность. То есть детей никогда не обманешь. Даже в музыке, когда хочешь проверить, насколько качественно и эмоционально ты играешь, ты должен сыграть ребенку. Если ребенок слушает, то взрослый тоже будет слушать. Сегодня он в студии создал такую атмосферу, которая до сих пор у нас в сердцах осталась. Ну вот очень тепло, спасибо ему большое. Раньше я вообще не смотрела программ, в которых я снималась, но это я точно посмотрю. У каждого свой характер, в них нет лести, лжи, они такие открытые, и поэтому, я честно говорю, я даже вспотел пару раз от их вопросов.